Иахьатәи ҳаизара зызку, иахьа Аԥсны аҭагылазаашьа иҟоу иану, ари аизара еиҿҳара изаараӡам, аизара убас ҳара иаҳҭахуп, цхыраарас иҳалшо палата ҳаидгыланы мҩак иашо ҳзылхо, шәара шәгәаанагара ҳашәҳәаразы ҳаргьы азҵаарақәа иҳамоу шәаҳҭоит. Уважаемые члены Общественной палаты, уважаемые коллеги, в первую очередь хочу поблагодарить за организацию такой вот встречи для обсуждения актуальных для нашего общества вопросов. Если говорить о ситуации в энергетической отрасли, ситуация следующая. Как вам всем известно, уровень воды в Джварском водохранилище опустился до аварийного, в результате чего выработка на станции Ингур-ГЭС на Первоперепадной существенно сократилась, что привело к тому, что на сегодняшний день у нас в дневное время суток включение света чуть более 2,5 часов. В вечернее время, точнее в ночное время, мы осуществляем переток из Российской Федерации. Объясняется это тем, что стоимость электроэнергии в ночное время существенно дешевле, поэтому было принято решение для того, чтобы не дать нашему населению, так скажем, ночью замерзнуть, чтобы была возможность у различных, так скажем, объектов жизнеобеспечения как-то поддерживать себя с учетом оптимизации расходов на переток, приобретать ночной переток. Для сравнения могу привести цифры. Ночной переток нам обходится в 8 миллионов рублей за ночь. Когда мы приобретали переток днем, цена там тоже меняется и от объема электроэнергии закупаемой. Вот на сегодняшний день она бы составляла порядка 30 миллионов рублей. Вот чем объясняется, значит, такое решение. Если говорить о причинах, не углубляясь в историю вопроса, данный вопрос у нас тянется на протяжении десятилетий, можно об этом, значит, говорить абсолютно объективно. Что произошло в этом году? В прошлом году, как вам известно, тоже из республиканского бюджета были выделены средства на оплату перетока. В этом году были соответствующие поручения президента, были соответствующие мероприятия по резервированию денежных средств для оплаты перетока. Значит, здесь предполагалось два источника. Это денежные средства самой компании «Черноморэнерго», и того, что не достает, значит, планировалось оплатить из республиканского бюджета. Но чем объясняется такой дефицит, с которым мы сегодня столкнулись? Ввиду того, что финансовая помощь Российской Федерации была приостановлена, нашему государству пришлось направить те доходы, которые получает наш бюджет, собственные доходы, на покрытие, то есть на замещение тех расходов, которые мы должны были осуществить за счет российской финансовой помощи. Это в первую очередь заработная плата и ряд других социально значимых расходов. Вот если совсем коротко, вот этим и объясняется, почему на сегодняшний день в бюджете не оказалось средств, ведь мы же все прекрасно знали, что такой дефицит будет, и, безусловно, мы к нему готовились. Но вот ряд вот таких вот событий, которые произошли в нашей стране, привели именно вот к такой ситуации, которая у нас сегодня. Если есть вопросы, пожалуйста, готов пояснить. Давайте гипотетически себе представим, что нет вообще майнинга в Абхазии. Вот в каком мы состоянии находились бы сегодня без майнинга? Если ссылаться на, так скажем, результаты специальных мероприятий, которые мы провели с целью выявления объема потребляемой электроэнергии майнерами, так называемыми, то мы выходим на цифру от 1 до 1,5 миллионов киловатт-часов в сутки. По нашему предположению, майнеры в нашей стране потребляют от 1 миллиона до 1,5 И в за сутки. сколько часов горело бы свет без российской? Я сейчас попытаюсь в объемах вам объяснить, и вам станет понятно. Так лучше представляю. Значит, суточное потребление нашей страны составляет вот в данное время года
составляет порядка 10 миллионов киловатт-часов. Соответственно, от 10 до 15% это то, что у нас забирают майнеры. Соответственно, если бы у нас с вами 24 часа, да, на 24 часа требуется 10 миллионов киловатт, соответственно, если не было бы майнеров, да, мы бы на 10-15% электроэнергии имели бы более, чем То есть есть сейчас. дефицит так бы и остался. Правильно? Естественно, дефицит. Потому что население думает, что майнеры отобрали у нас всю электроэнергию, а то у нас было бы все хорошо. Если пересчитать, да, если пересчитать, то тот дефицит, который у нас вот последние годы, в прошлом году, в этом году складывается, это порядка 700 миллионов киловатт-часов. И пересчитать стабильную работу майнеров, вот по тем расчетам, о которых я говорил, в течение года, то получается половина от дефицита и более, если мы предположим, что майнеры потребляют 1 миллион, да, это у нас 365 миллионов, значит, киловатт-часов, если 1,5, соответственно, больше. Вопрос. Да. Давайте, Фида. Какие альтернативные источники энергии, вот, гипотетически, наше правительство вообще для себя планировало, кроме Вам известно, у нас была проведена большая работа по, значит, разработке схемы газификации. То есть в долгосрочной перспективе газ как альтернативный источник энергии в нашей стране рассматривался, прорабатывался и прорабатывается нами и сейчас. Но учитывая, значит, капиталоемкость этого проекта, учитывая важность, так скажем, для двух государств и те силы, которые нужно направить на этот проект, он не так быстро реализовывается. Да? То есть мы прорабатываем и далее прорабатываем. В данном случае сейчас мы говорим с нашими коллегами из Министерства энергетики Российской Федерации о каком наиболее оптимальном варианте схемы газификации, значит, на каком нам остановиться. Мы практически нашли общий язык с точки зрения, так скажем, технической реализации. Но здесь, в таких проектах, абсолютно понятно, что должно быть политическое решение на уровне, значит, руководителя государства Российской Федерации. Это самый главный проект, который мы прорабатываем. Далее прорабатываются иные, значит, источники, так называемая зеленая энергия. Солнечная энергетика – это установка панелей, солнечных панелей, которые позволят нам в дневное время, да, в целях, так скажем, оптимизации установки этого оборудования, мы пока рассматриваем более, так скажем, дешевый вариант – это установка только солнечных батарей, без аккумулирующего оборудования. Сохранять электроэнергию очень дорого, для этого требуется очень дорогое оборудование. Но даже если нашей стране удастся популяризировать установку солнечных батарей, это даст возможность нам в дневное время суток сократить потребление, а вечером, соответственно, мы бы питались уже от того источника, который у нас есть, Ингургаз. Но здесь есть одна, это да, вот в этом и есть, значит, существенная проблема. Экономическая целесообразность пока, к сожалению, не позволяет внедрить это в массы вот в таком вот масштабе. То есть на сегодняшний день установить оборудование, которое позволит абоненту пользоваться солнечной энергией, в разы больше, дороже стоит, чем он может получить из сети. С 2020 года достаточно большой объем электроэнергии поставлялся с Российской Федерации на покрытие дефицита. Хочу сказать, что общий объем поставленной электроэнергии по состоянию на октябрь, я вот сейчас с учетом последних данных, наверное, Денис Эдуардович скажет, сколько за 1,5 месяца оставшейся, значит, была поставлена электроэнергии, могу сказать, что из Российской Федерации Республика Абхазия получила порядка 2 миллиарда 900 миллионов киловатт-часов с 2020 года. Если вы помните, значит, в 2021 году, значит, когда
когда проводился ремонт на Ингургэс, соответственно, тоннеля, тогда был существенный объем предоставлен тоже на безвозмездной основе. Таким образом, за период с 2020 года по настоящее время, значит, Республика Абхазия получила порядка 2,9 миллиардов киловатт-часов общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. Из них, значит, более 11 миллиардов рублей, из них 10,1 миллиард рублей было поставлено Российской Федерацией на безвозмездной основе. Как вы знаете, значит, благодаря договоренностям между руководством Республики Абхазия и Российской Федерации мы ежегодно получали объем в рамках социальной поставки электроэнергии. Соответственно, социальная поставка предусматривалась на безвозмездной основе. Оставшиеся 1 с лишним миллиард рублей, которые были оплачены Республикой Абхазия, были, значит, из источников. Первое – это инвестиционная программа, в рамках которой осуществлялось финансирование. И в конце прошлого года, значит, Национальным банком был обеспечен возврат, значит, денежных средств в сумме 500 миллионов рублей, которые ранее предоставлялись Российской Федерации на развитие, соответственно, также покрывался за счет этих источников. То есть, таким образом, более чем 10 миллиардов рублей было поставлено Российской Федерации, Республике Абхазия электроэнергии на безвозмездной основе. Хочу сказать, наверное, Джансух Эдуардович тоже скажет, что по поводу данной статьи в 2025 году у нас в рамках этой карты было предусмотрено, что в 2025 году объем социальной поставки должен составить порядка 300 миллионов киловатт-часов. Это покрывает практически 1,5 месяца потребности в зимний период, январь-март 2025 года. И здесь надо понимать, что в текущих условиях, возможно, данный вопрос пока еще тоже открыт. Если говорить о том, какие первостепенные задачи сегодня стоят для того, чтобы... Владимир Валерьевич, на этот вопрос ответить. Значит, если говорить непосредственно о тех мерах, экстренных мерах, которые необходимо предпринять для того, чтобы избежать такой сложной ситуации, есть только 2 варианта решения вопроса. Я вот смотрю, никто как бы пока откровенно об этом не говорит, но надо понимать, что электроэнергия – это товар. И если за электроэнергию платить, то, соответственно, часть дефицита можно покрывать за счет платежей, которые будут поступать за потребленную электроэнергию. И, безусловно, нам надо с Российской Федерацией вести диалог относительно перспектив получения этих 300 миллионов киловатт-часов, которые ранее были предусмотрены на 2025 год. Хочу обратить внимание, что действительно с 2020 года, с 2018-2019 у нас ежегодно росло потребление электроэнергии, в том числе связанное с майнингом. Общий объем дефицита электроэнергии составлял порядка 900 миллионов киловатт-часов. В 2023 году удалось с учетом мер, принимаемых по, значит, снижению энергопотребления, установкой приборов учета, борьбы с майнингом, было фактически достигнуто снижение потребления электроэнергии на 306 миллионов киловатт-часов за 1 год. Соответственно, в этом году, наверное, меня подправит Джансух Эдуардович, снижение объема потребления электроэнергии без учета ограничений должно было достичь порядка около 90, да, 90-100, да, 90 миллионов киловатт-часов. Таким образом, за 2023-2024 годы общий объем снижения потребления составил порядка 400 миллионов киловатт-часов. Это говорит о том, что определенная работа в этом направлении проводилась. Если я не ошибусь, порядка 26 тысяч приборов учета уже установлено. Хочу напомнить всем, что в 2020 году, когда мы фактически приступили к реализации программы по установке приборов учета, в республике фактически было установлено действующих приборов учета в рабочем состоянии порядка 3000 единиц. На данный момент их количество составляет уже 26. Значит, соответственно, полноценная реализация программы коммерческого учета электроэнергии, повышению, и связано с этим повышение уровня собираемости электроэнергии с учетом тарифов, безусловно, должны дать, значит, соответствующие результаты. Но если мы не будем говорить о том, что за электроэнергию надо платить,
бесконечно получать социальные перетоки, какие бы у нас ни были идеальные взаимоотношения с Российской Федерацией, это в любом случае коммерческая направленность, что электроэнергия – это товар, и за него, безусловно, надо платить. Если мы будем платить за электроэнергию потребители, то, соответственно, уровень остроты данного вопроса, конечно, будет ниже. Исключить его невозможно, потому что мы не должны забывать, что да, майнинг определенный объем потребляет, но у нас экономика развивается, у нас ВВП республики за неполных 5 лет увеличился более чем в 2 раза. Это говорит о том, что у нас растет естественное потребление тоже. И мы не можем в данном случае говорить о том, что у нас потребление может быть на уровне 16 или на уровне 17 года. И к этому надо и дальше готовиться. То есть даже если этот кризис мы пройдем, в перспективе этот вопрос, безусловно, придется решать в таком же контексте. Хотел бы дать статистическую информацию по собираемости за 11 месяцев 2024 года. Картина у нас выглядит следующим образом. Юридические лица оплачивают более 85% от начисленного объема. Население, то есть физические лица, оплачивают 25,6%. В среднем процент собираемости составляет 46,6%, то есть 47% мы за 11 месяцев имеем процент собираемости. Для сравнения, это у нас, если мы сравниваем с 2023 годом, у нас идет увеличение чуть более 10%, то есть за 11 месяцев 2023 года собираемость была 34%, за 11 месяцев 2022 года была собираемость 36,4%. Что делается, значит, в рамках повышения уровня собираемости? Как вы обратили внимание, процент собираемости по юридическим лицам, он достаточно высокий, мы подходим к параметрам 85, а к концу года и планируем подойти к параметру 90. Все это связано с рядом мероприятий. В первую очередь, это массовое оснащение современными приборами учета юридических лиц. Под юридическими лицами я имею в виду и ИПшников тоже, то есть юрлица и индивидуальные предприниматели. Далее, применяются соответствующие инструменты, которыми обладает Черноморэнерго на сегодняшний день, а это два основных действенных инструмента. Это фактическое отключение от электропитания организации в случае неуплаты более 3 месяцев. И второй финансовый инструмент – это выставление инкассовых поручений. К сожалению, эти инструменты в отношении наших граждан, физических лиц, они менее эффективны. Если говорить о финансовом инструменте, он вообще невозможен к применению, потому что у физических лиц счетов в банке нет. А фактическое отключение, да, тоже затруднительно, потому что для того, чтобы была техническая возможность адресно отключить должника, должно быть установлено соответствующее оборудование, то есть современный прибор учета электроэнергии. В этой связи тоже проводится ряд мероприятий по организации учета, по наведению порядка в части приема платежей. Мы максимально пытаемся, значит, убрать человеческий фактор, предоставить современные технологии, которые позволят каждому человеку, используя свой телефон, используя компьютер, в любое удобное для него время зайти на, значит, сайт, в личный кабинет, увидеть начисленный объем, оплаченный объем, увидеть задолженность. То есть то, что в современном мире уже давно и очень эффективно используется. Это тоже требует определенных и финансовых, и трудовых затрат. И работа над этим активно ведется. Вот сейчас буквально разработан программный продукт в пилотном пока режиме. И, значит, мы его тестируем. Возникают масса технических проблем, возникают проблемы с переносом базы данных,
с значит, учетом ранее сформировавшейся задолженности. То есть ряд таких нюансов, которые не позволяют все это быстренько и сегодня реализовать. Но работа в этом направлении идет. Я думаю, Черноморэнерго по результатам этого года сделает развернутый отчет о результатах своей деятельности за 2024 год. И все наши граждане смогут ознакомиться с тем, что они сделали. Очень важно. Здесь мои коллеги предметно говорили об отраслевых особенностях энергетики. Я скажу о ресурсном обеспечении этой отрасли. Данные с 2020 года в энергетическую отрасль было направлено источник республиканский бюджет за 4 года, ну, включая сегодняшнее, разумеется, сегодняшнюю дату, 1 миллиард 935 миллионов рублей. 1 миллиард 900. Я хочу особо остановиться на этих цифрах, из которых 700 миллионов рублей – это средства российской финансовой помощи, направленные на переток. Соответственно, все остальное – это собственные доходы бюджета, которые складываются из налоговых поступлений, которые поступают в соответствующие уровни бюджетной системы. Здесь спрашивали о том, что почему не предусматриваются расходы на переток в бюджетах. Только что об этом говорил и Джансух Эдуардович, и Кристина Константиновна. Ну, надо прежде всего, наверное, точно понимать, что электроэнергия у нас не бесплатная. Электроэнергия у нас платная, это товар. Наличие на сегодняшний день задолженности абонентов за оказанную услугу, за проданный товар, составляет несколько миллиардов рублей. Несмотря на то, что из республиканского бюджета идет активная поддержка на развитие отрасли, в том числе путем предоставления средств на приобретение приборов учета. Если более предметно рассказать, то получается так на сегодняшний день. Абонент, уплатив средства за потребленную электроэнергию, я повторюсь, впоследствии уплатив налоги в бюджет и понимая, что он не имеет задолженности ни перед Черноморэнерго, ни перед бюджетом, его деньги берут и направляют на оплату перетока. То есть в данном случае отправляют на оплату задолженности неплательщика. Ну, это, наверное, как минимум несправедливо, как минимум, чтобы у неплательщиков, у абонентов продолжал гореть свет. Вот то, что и происходит сейчас. Поэтому в бюджете не предусматриваются эти средства. Как только позиция будет обозначена, это говорит о том, что у нас в части электроэнергия становится бесплатной. Сегодня средства направляются на переток. Это мы говорим, что конечная цель приобретения коммерческой электроэнергии. Да, это так, совершенно верно. Но на самом деле это же бюджетные средства наших налогоплательщиков направляются по сути, выручку Черноморэнерго. Мы погашаем чью-то задолженность. Вот что происходит. Причем погашаем задолженность за счет добросовестных налогоплательщиков. Это первая позиция. Если говорить о текущей ситуации, Виталий Казимович, что происходит, как решаются вопросы. Очень много разных мер и мероприятий проводится в отношении финансового обеспечения по приобретению, ну, в данном случае сегодня только приобретение коммерческого перетока. Сегодняшнее число 480 миллионов рублей с 1 ноября было направлено на приобретение электроэнергии. 480 миллионов рублей, из которых 200 миллионов рублей республиканский бюджет взял в кредит. 200 миллионов рублей взял в кредит. И 280 еще добавил собственные, обратно к ним же возвращаюсь, собственные доходы бюджета, это доходы налогоплательщиков. Вот.
Ну, я сейчас не буду, наверное, это отдельно будет вопрос, или, может, там надо будет отдельно об этом сказать, как замещается российская финансовая помощь, которая уже практически полностью перестала поступать. Вот. Это другая часть вопроса. Но что касается электроэнергии, вот я говорю, 24 год, 480 миллионов рублей, это, по сути, средства направляются на погашение задолженности за потребителей наших. Не говорю сейчас юридические лица, физические лица. Вот, говорит Виталий Казимович, и 50 миллионов рублей должны, и больше должны. Вот эти 480 миллионов, это вот как раз таки и есть вот эти 50 миллионов рублей. Мы за них заплатили. Ну, мы-то, это условно говорю, за них заплатили. Понятно, что там задолженность числится. Но мы эти деньги добросовестных плательщиков за электроэнергию собираем и направляем на приобретение электроэнергии. Получается, что этот человек, абонент, ну, человек, там, юрлицо, индивидуальный предприниматель, дважды платит, да? Но это же несправедливо. Вот почему в бюджете средства на эти цели не предусматриваются. Это неправильно. Такого не должно происходить. Физически не должно происходить. Но де-факто происходит. Потому что задолженность за электроэнергию своевременно не погашается. Вот что происходит. Если бы задолженность погашалась, и абоненты платили бы, ну, более, значит, с более высокой процентом собираемости электроэнергия, плата за электроэнергию собиралась бы, никакого бюджетного ресурса на переток не нужно было бы. Это очевидные вещи. Вот. Ну, может быть, средства, которые предусматриваются в бюджете средства, которые предусматриваются на приобретение приборов учета. Я часто об этом говорю и в стенах законодательного органа власти, и везде. Это товар для того, чтобы получить больше выручки, справедливой выручки больше, для этого ставятся приборы учета. Какое отношение здесь имеет налогоплательщик к этому? Вот какое отношение имеет? Государство, на мой взгляд, должно средства тратить на развитие энергетической отрасли, на улучшение подачи качества. Но приборы учета, обратно я вернусь к этому, взяли средства у абонента за электроэнергию, потом взяли у него суммы подоходного налога, ну так предметно буду говорить, да, и направили на приобретение приборов учета, чтобы ему поставили прибор учета. Ну, нормально, разве так? Это задача и цель энергетической компании. Бюджет должен помогать с качеством подставляемой услуги. Так никогда заинтересованности повышенной не будет, когда постоянно будут идти средства из бюджета. Государственные деньги — это не деньги, мы прекрасно понимаем, что они откуда-то пришли. Это деньги наших налогоплательщиков, всех. И правильно кто-то может спросить и сказать, ну я плачу за электроэнергию, потом вы меня удерживаете подоходный налог там, и другие платежи, и направляете эти деньги на переток, а мне зарплату не даете. Абри припадни гес абри урт тагла за шеего илга орчал его гес усок зами чан бай его трыпш его. Неужели 30 лет абри яхтвы да проблем حالة شو تحصل يثبت زمي بار هذا يبرد هو بار ده جيخ صليوما ما حد كان صليوما هي بارت يحبسق ولا بري حقي زحمر قول بري ياسا وبري تاخو يلغا تاخو بري تاخو اكتب أو بدي أتقول أحمر قحصود أبرج أبريو بروبلم أبرج يار مريا طمود أبري جانسون إدوار جيشون أبري سولش نباتر قبرت ما إندس الخاخة بجنرات روما دلو ما بات إندس الخاخة أجدر الزمان أخو يمريني شلون أجدر يعرف الزمان يخلوزا أبري أجدر أقل قحصود خاتيا بودت إندس وبيرم شلون بدي كوبيل خيار ورد أبري أجلس خوشكوا زبخوحواز أو زموا خبا يحمو ингур аканаладжи игло убуртги ус рыдахуло. Ярбан усу уже хазчу. И хаму предложение. Фирмак яхзакарцет алагалаква убурт рыцара хачу. Яхгвам пхоқоб, яхгваб хоқоб. Хара ахунткар рейгана хала яхад хамкало. Рахот
иԥсахтәу раҳҳәоит, убри хәыҷык аамҭа ҭахуп, нас ауаҩы аԥара алазҵар зҭаху, уи ҳәарада раԥхьаӡа иргылан иара итәызар иҭахуп. Аха ҳара иаахҵәаны иҳҳәеит, ари аҳәынҭқар иатәуп, ари ажәлар иатәуп. Ари шәара аԥара алашәҵаргьы, иалашәымҵаргьы, шәара ишәтәны ҟалашьа амаӡам. Уажәгьы ҳаԥхьаҟагьы. Уи акы, аҩбатәи азҵаара иҟалаз, абри шәаҳҭоит аха, проблемақәак шәызцәырҵыр, ишәзыҟамҵар, аамҭа шәцәагар, ишԥаҟало? Ҳара ҳганахьала убыс ҳҳәоит, аҳәынҭқарратә агарантиа ашәҭароуп. Агарантиа захьӡуи? Ауаҩы ус иҳәоит, аԥара сымоуп, исыргылоит, исырҽеиуеит, бзиоуп. Аха ҳара ииҳәаз хаҵаны аҳәынҭқарратә имущество ҳазиҭаӡом. Убыс идаҳгалоит. Уалагар уҭахызар, иаарты аҳәынҭқарратә банк аҿы ашьот. $1 миллион иреиҵамкәа аԥара шьҭаҵа, узаламкьысуа. Абри $1 миллион ишьҭауҵо, иҳауҳәаз, еибаҳҳәаз зегьы ақьаад ишанаҳҵаз иҟауҵозар, уара иутәуп, иргьежьны иугот. Аха аҳәынҭқарра иҟасҵот ҳәа иадугалаз, анузыҟамҵа, абри $1 миллион ишьҭо, аҳәынҭқарра абиуџьет ахь ицот. Убри азҵаарақәа цәырҵуеит, убри алацәажәара ҳаҿуп. Раԥхьаӡа иргыланы ҳәарада, ҳара ҳҳәынҭқарра амч алшара амазҭгьы, ҳхатәԥарала абри ишьақәырӷәӷәаны, еиҿкааны, уажәы еиуеиԥшым амаругақәа ыҟоуп, оборудование ҿыц ыҟоуп, абри зегьы ҳара ҳхала иҳалшон иҟаҳҵазҭгьы ҳаиӷьымзи, ҳәарада. Аха аҩыза алшарақәа ҳамаӡам, иҭҵааны, абри изыԥсахари, абри аиҭашьақәыргылара иҭҵааны заҟа иаԥсоугьы қьаадла ианҵаны ҳамаӡам. Приблизительно шырҳәо еиԥш, приблизительно $1 миллиардк раҟара аурыс иԥара убри ҭахуп ҳәа убриозар ашьот ҳамоуп. Аги азҵаара иуҳәаз абри шәи мегаватт шықәсык иҳанаҭоит $5.7 миллион киловатт саат. Уи абри адефицит иҳамоу $5 миллион абжаҟоуп. Уи даара ицхыраа дууп, уи даара $7 мегаватт, уи энергетикқәа рзы аекспертцәа ирдыруеит, уи абиом дууп. Ҳәарада уи ҳаҿуп, уи ҟаҳҵароуп хара имгакәа. Аги азҵаара амратә енергиатәы ҳазлацәажәо, уи азҵаарагьы абыржәы аҭҵаара ҳаҿуп. Иҟоуп аҷкәынцәа Аԥсны иалагахьеит убри аус. Уи аԥхьа ишысҳәаз еиԥш амҽхак ҭбаамаха, ара иубартә иҟоуп, ауаа ргылара иаҿуп, хәыҷы-хәыҷла. 2000 заявок у Зеленого дома. Уи, вот мы с ними общаемся. Убри ҳрыҳәеит асписак, абри оборудование иҭажәгало асписак ҳашәҭ. Акод абри таможня рхы иадырхәо акод ТНВ захьӡу, убри инақәыршәаны. Убри ҳарҭеит. Убра иаҳбеит, иара зегьыҵәҟьа акәӡам, уа иҟоуп НДС змам, иҟоуп таможенная пошлина ҳәа иҟоу змам, абри зегьы аҭҵаара ҳаҿуп. Ҳәарада, абри зегьы ааҭҵааны апарламент ахь ҳнеиуеит, убриоза ажәалагала ҟаҳҵоит. Уи ҳрыцхраауеит. Ҳәарада, иҟоу аҭагылазаашьа баны зегь реиҳа ихаду азҵаара, ари аҳәынҭқарра ишахо зегьы еилыркаауеит. Абри солнечная батарея, солнечная панель зырҳәо захьынџьара иаҳа ирацәоу убысҟара иаҳзеиӷьуп. Ҽынла ари ингәыр иҳанаҭо акәым, абри
Амра ихана туала хы хархолар. Вахынла ингур хабалон. Ари бака пануйтера. Уйдарадза. Бахишхо анки карцон абра псна и карцон инжир б шуксапхя И трыжу. Гилахета гагра и гылопа пшартыны ахыбачы и гылан уже гиехо. И карцон из фетеичи карцон. Убри ацаратазар. Убриги айташи кургылара убрта насачкунча харацу рахатлупнес. Вы хочек с парагстахусу яра специалист что стахогиусу. 1,5 миллиарда рублей – это текущая задолженность потребителей за потребленную электроэнергию. 1,5 миллиарда, если хотя бы из этой суммы 50% платежей поступило бы, то безболезненно можно было бы оплатить поставку электроэнергии. Сегодня Подписан договор о признании двойного гражданства, в двойном гражданстве, и он ратифицирован в Российском Думе. И если, когда он начнет работать, эти вопросы будут решаться. Но сейчас пока он в замороженном таком состоянии находится. Там ожидают, ну, я не знаю, насколько это, но уже давно лежит, что президент России должен отдельный еще указ сделать о том, как предоставление российского гражданства в ускоренном порядке будут предоставляться. Поэтому вот пока еще не действует этот закон. Сейчас всех студентов, у меня и внук тоже там учится, и его тоже, значит, предлагают, значит, стать на учет воинский. Это всегда было, раньше тоже было. Они как поступают как иностранные граждане, но в том числе, вместе с тем у них российское гражданство есть, понимаете? Просто какое-то время они лояльно к этому относились, закрывали глаза, не требовали. Сейчас вот требуют. Это не значит, что их сразу в армию заберут, но по окончании, если не будет к тому времени действовать вот этот закон о двойном гражданстве, да, их могут призывать в армию, если они останутся в России. С одной стороны, мне даже где-то это радует, что такое есть, чтобы наши молодые люди, которые заканчивают вузы, не оставались там, а домой возвращались. Они на учете стоят здесь уже. У них бумага, ну, у нас нету признания вот, двойного гражданства. Это неурегулированный вопрос пока еще. Статья 96 прим. 1 КоАПа Республики Абхазия предполагает конфискацию. Это такой действенный достаточно механизм, который, значит, депутаты нашего парламента в феврале этого года внесли поправку, и сейчас значит, у полномоченных ведомств появляется возможность при выявлении их конфисковать. Что касается начисленного объема электроэнергии, если там установлен был счетчик, а это большая редкость, там, где стоит майнинг, счетчика никогда не было. Конечно, они ему начисляют за всю потребленную электроэнергию по повышенному тарифу в соответствии с установленным порядком. Но беда в том, что тот, кто осуществляет незаконную деятельность, он ее всегда осуществляет незаконно, то есть там нет ни счетчика, там нет ничего. И ему в соответствии с действующим законодательством по нормативам могут начислить. Ну, а это, соответственно, несоизмеримые вещи. Они незаконны. Мы у них отобрали. Мы создали идеальные условия для криминала, для бизнеса. Они не платят. Мы говорим, мы их оправдываем. Они незаконно подключились. Они год зарабатывают, потребляют электроэнергию. Мы им не предъявляем никаких претензий, потому что у него нет счетчика. Хоть один человек заплатил, тех, кого вы остановили, 186 потреблял последний киловатт в Лыхно. Вот вы с него что-то получили? С майнингом вот с 2021 года. Значит, если говорить в цифрах, с 2021 года на 1 декабря 2024 года изъято 10,5 тысяч машин. Сколько рублей они заплатили? Значит, штраф. О штрафе мы говорим с вами до внесения изменений в КоАП. Там предполагался штраф. Значит, общая сумма вынесенных штрафов в 2021 году 9,8 миллионов, в 2022 5,3 миллиона, в 2023 2,5 миллиона. Из них оплачено
в 21-м 2,5, в 22-м 1 679 000, в 23-м 931. Объясню, в чем проблема со штрафами. Была у нас практика, когда мы штрафовали, но не было возможности конфисковывать имущество. Оборудование имеется в виду. А далее практика показала, что суды, применяя, так сказать, законные абсолютно, я не говорю, что суды принимали незаконные решения, законные инструменты, это льготы по определенным там, значит, социальным категориям и так далее, сумма штрафа законно уменьшалась, человек в лучшем случае оплачивал этот штраф, но самое главное, учитывая, что это имущество, после уплаты штрафа суд обязывал вернуть это имущество. И мы с такой проблемой сталкивались. Поэтому данная ситуация, на мой взгляд, она более эффективна. Мы конфисковываем все, что обнаружили. А это оборудование, ну, наверняка вы тоже знаете, оно совсем не дешевое. Там десятки, сотни миллионов рублей. Нет. Это оборудование все складируется. Это оборудование все складируется и в установленном порядке должно быть уничтожено. Должно быть уничтожено. Чем и занимаются уполномоченные ведомства. Поэтому, наверное, под усилением вы имеете в виду проблему, которая возникла у силовых органов в части, ну так скажем, не то что невозможности, а определенной проблемы по проникновению в жилые помещения, где проживают люди, частные дома. На последнем совещании значит, оперативного штаба об этой проблеме мы еще раз говорили. Депутаты готовы поддержать нас в этом плане. Но я так думаю, наверное, уполномоченные органы Министерства внутренних дел совместно с депутатами. В парламент отчет направляет, ну, разумеется, конечно, отчет направляется в кабинет министров, отчет направляется в администрацию президента. Это точно, это 100%. Я что хочу сказать, почему так происходит? Вот, к примеру, что такое непредвиденные расходы? До последнего момента, пока не получили соответствующее приглашение, там тоже процедуры особого характера, мы помним, что в текущем году проведены были масштабные игры БРИКС. Средства были направлены из источников резервного фонда правительства, 20 миллионов рублей. Мероприятия по подготовке значит, к необходимым условиям по требованию, соответственно, абхазских уполномоченных органов международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Арземба. Туда тоже было направлено у нас 48 миллионов рублей. Освещение, дорога, все вот это, всю инфраструктуру надо готовить было. Это абхазская часть расходов. Вот, к примеру, на эти цели были. Если так, я большими суммами буду говорить. Расходы направлены на оказание материальной помощи гражданам 43 миллиона рублей. Ну, если говорить так, и многие-многие другие расходы, если по городу, компенсация гражданам республики, владельцам жилого дома по Назадзе, знаете, да, историю? 300 миллионов рублей мы потратили в прошлом году, прошу прощения, 286,4. И в этом году дополнительно, с учетом того, что не было там документов правоустанавливающих и многое другое, еще в этом году мы потратили 14 миллионов 500 на эти цели. Ну, чтобы закрыть полностью эту вещь. Ну и аналогичные расходы, которые не могут быть предусмотрены при формировании бюджета. Аналогичный резервный фонд находится и у президента Республики Абхазия. Там тоже большая часть направляется на ликвидацию последствий стихийных бедствий и на оказание материальной помощи гражданам. Аналогичные резервные фонды находятся у каждого главы администрации нашего района и города Сухум. Это предусмотрено законодательством, и оно работает. Сегодняшний, если только говорить о кабинете министров, сегодняшняя позиция, 250 миллионов предусмотрено, сегодня у нас 13 декабря, 243 миллиона рублей исполнение составляет. Обязательств больше. Физлица или юрлица, носит ли это сезонный характер или нет. И сразу вопрос, означает ли это, что пропорция будет увеличиваться по задолженности? Мы видим такой рост с учетом календарного времени.
было недавно там 6,5 миллионов киловатт, да, Денис Хидорович? 6,5, сейчас 10 миллионов киловатт-часов. Ну, понятно, что холода, зима, наверное, дальше будет еще больше потребления. Ну, 11, да. 11 миллионов. Это естественное потребление. Оно каждый год так происходит. Будет ли там задолженность расти? Да, конечно, будет. 100% будет расти. Очевидные вещи. Очевидные вещи, что будет задолженность расти. Раз она сегодня такая, и у нас особо не двигается, то, конечно, и дальше будет расти. Хотя Черноморэнерго, Министерство энергетики и транспорта в этом году выручка Черноморэнерго 1 400. Но это такой скачок большой. Но это же не говорит о том, что... 360 миллионов рублей. Ну, разница большая. Конечно. Это же не говорит о том, что 1,5 миллиарда рублей задолженность в 1,5 миллиарда рублей будет оплачена. Не будет, Дауд. Не будет этого, это точно. И вот мы еще раз вернусь к своему, значит, выступлению. И обратно мы будем искать средства для того, чтобы оплатить за переток. За кого? За 1,5 миллиарда, которые не оплачены. Поэтому я говорю, деньги, которые направляются, мы все понимаем конечную цель. На переток. Но на самом деле это деньги совершенно другого значения. На перетоки их направляет Черноморэнерго. Мы обеспечиваем ресурсность Черноморэнерго. И они дальше приобретают электроэнергию. А если бы у Черноморэнерго эти 1,5 миллиарда были бы, переток не нужно было покупать, зарплата бы шла сейчас вовремя. Здесь говорить о том, что это произошло последние 2 года, вообще некорректно. Мы никого не Если делим, интересно, я могу эти данные вам тоже дать. Но надо быть немного более корректным. Это не за 2 года произошло. Это не общее. Совершенно верно. У нас тариф был 40 копеек, и никто не платил за этот тариф. Никто не платил. Никто не платил. Мы без программы по 600 миллионов в 2017-2018 году, по 200, по 300 миллионов за счет денег инвестпрограммы платили, при этом не строили ни сады, ни школы, не ремонтировали водопроводы. Мы же могли эти средства на эти цели направить. И так далее. Однако в обществе ходят мифы, что в Карчевском районе, в Дзымском ущелье, в Цангрыбшах есть большие фермы. Что мешает? Вот люди уже верят, что виной всему вот эти фермы, а не их неуплата. Что мешает профильным министерствам вместе с МВД, с представителем Черноморэнерго либо развеять, либо подтвердить этот миф? Поехать на эти адреса называются. Вот тогда люди тоже, может, поймут, что нет этих ферм, у чиновников и так далее. Ну, пару дней тому назад, наверняка вы слышали, ко мне пришли представители общественности, прекрасной половины человечества. Я с удовольствием их принял, выслушал. Они озвучили, что им достоверно известны места, где установлены крупные майнинг-фермы. На что я незамедлительно предложил вместе со мной выехать на место. Значит, мы договорились на следующий день. Я не знаю почему, но большинство людей, которые были у меня, они почему-то сразу отказались. Но хочу выразить огромную благодарность. Наира Амалия пришла, и как мы и договорились, мы в сопровождении всех уполномоченных ведомств СГБ, МВД, Госстандарт, Черноморэнерго выехали по тем данным, которые были у нее. Вот она называла место, мы ехали туда. Заходили на объект, говорила, куда зайти, заходили. Мы поехали на станцию Ингургэс, практически всю ее обошли, все этажи. Мы далее поехали на первую перепад. Мы туда ехали, потому что была информация с конкретными фамилиями, с количеством. Вот была информация, что на Ингургэс установлена ферма 1500 машинок, которые принадлежат даже конкретной фамилии. Мибония и Бжания. Вот мы искали их там, не нашли. На перепадную первую пошли, значит, все обошли, тоже не нашли. Окрестности. Нет, конечно, но вы понимаете, что это настолько сложное оборудование, система подключения, вентиляции, ну, это невозможно. Поехали, значит, в Тхварчал, заехали на ГРЭС, заехали по, опять же, данным, которые вот, наша коллега в этот день получала в онлайн-режиме, заехали на 2 объекта конкретно, где сказали, что стоят большие, опять же. К
к сожалению, ни одной машинки нам найти не удалось. Даже, да, ну, как бы хотелось бы, да, если мы целый день, мы выехали в 9 утра и вернулись поздно вечером. Вот. Поэтому мы договорились так. Если есть информация, желательно, чтобы она была конкретная, достоверная. Но, опять же, мы готовы принимать и проверять любую информацию. Для нас этот вопрос крайне важен. И мы открыты для общества. Вот в этом, кстати, Общественная палата может с вашей помощью как-то выступить проводником между людьми и нами. Значит, конфиденциальность информации гарантируем. Качество электроэнергии, которое мы сегодня с вами получаем, не соответствует тому, что мы должны получать. Здесь абсолютно никто не отвечает, безусловно. В рамках решения данной проблемы еще под руководством Кристины Константиновны разработана была так называемая программа реновации нашего электросетевого хозяйства. Программа реновации предполагала только передающие и распределительные сети, не затрагивая генерацию. Что это такое? Комплекс вот этих мероприятий, которые расписаны там, позволит поднять уровень качественного состояния наших сетей до рабочеспособного. Сейчас оно аварийное. Все это влечет за собой большие технические потери. Хотел бы озвучить еще раз эту цифру. На текущий момент процент технических потерь в наших сетях составляет порядка 30. Это колоссальный объем электроэнергии. Для сравнения, у наших соседей через Ингур 1%. Мои слова можно проверить, зайдя на официальный сайт Государственной энергетической компании Грузии. Там есть вся отчетность, в том числе по техническим потерям. У нас это 30. И, кстати, если посчитать 30% от общего объема потребления, это порядка 650-700 миллионов. Это есть наш дефицит. Это есть наш дефицит. То есть программа реновации, о которой мы говорим по данным 20-го, да, расчеты тогда проводились, 20-21 года, обходятся приблизительно в 6 миллиардов рублей. Вот такая цифра необходима нашему государству, чтобы наши сети, повторяюсь, речь идет только о сетях без объектов генерации, привести в рабочеспособное состояние. И вот такие результаты были бы у нас: сокращение технических потерь и качество электроэнергии. Что будем делать, откуда изыскивать те средства, которые мы недополучили из России, там около 1 800 000 000, да? Что вообще с этим делать? С 1 сентября приостановлена была часть финансовой помощи Российской Федерации, которая поступала в рамках соглашения на софинансирование заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы, это в частности социальной сферы. А уже с ноября месяца полностью приостановлена всей финансовой помощи Российской Федерации, куда уже включено и средства в качестве бюджетных инвестиций, это инвестпрограмма и на поддержку субъектов предпринимательства, и, разумеется, реализация отдельных других соглашений, включая соглашение о софинансировании и материально-техническом обеспечении органов внутренних дел, приобретение медикаментов для нужд, ну и другие наши межправсоглашения. Таким образом, дело в том, что пенсионное обеспечение не приостанавливается, потому что пенсионное обеспечение за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации выплачивается гражданам России. Гражданам России выплачивается, проживающим на территории республики. Получается так, что эти средства направляются для граждан России. А вот то, о чем я говорю, это на оказание поддержки Республики Абхазия в целях социально-экономического развития и в целях бюджетных инвестиций. Таким образом, объем финансовой помощи, который не поступил
в республику составляет на сегодняшний день 1,8 миллиардов. Но если точнее, 1,765. Мы там 1,8 миллиардов рублей. Что же на самом деле происходит? Дело в том, что показатели бюджета прошлых лет ровно точно так же имели динамику роста, как и, слава богу, в текущем году. Мы уже с полной уверенностью можем сказать, что в текущем году собственные наши доходы бюджета составят 11 миллиардов рублей. 11 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза за 4 года такой темп роста. Такого в истории государственных финансов, я вам откровенно говорю, такого не было. И вот именно вот эти сверхдоходы сегодня нам позволяют финансово обеспечивать социальные обязательства, в том числе замещая российскую финансовую помощь. На сегодняшний день 567 миллионов рублей было направлено на замещение российской финансовой помощи по софинансированию работников в социальной сфере, только в социальной сфере. Вот. Ну и многое другое. Еще к этому добавить 480 миллионов рублей, о которых я сказал, что направлено на приобретение коммерческой электроэнергии. Валерий Рамшухович ежедневно получает информацию, как и Бадра Зурабович, о состоянии расчетов с бюджетополучателями. Я вас тоже проинформирую. Диапазон этой недели, значит, понедельник-четверг, было только за счет средств республиканского бюджета 359 миллионов рублей. Собственные средства, у нас сейчас других нет, только наши собственные средства. 359 миллионов рублей было направлено на выплату заработной платы за ноябрь месяц. Вот. Местные, значит, бюджеты своими силами начали выплачивать зарплату за ноябрь, кто-то уже завершает делать. Ну, пока так. Не могу сказать, что на самом деле произойдет с выплатой социальных обязательств. Первая для нас приоритетная, защищенная статья – это фонд оплаты труда за декабрь. Но очень-очень нацелен на то, что мы с этим справимся. Еще раз повторюсь, не прекращая платить средства за переток. И вчера за переток было заплачено, и позавчера, и днем ранее было заплачено. При этом мы еще мы обеспечиваем, значит, погашение зарплаты. Но дело в том, что я сейчас только о заработной плате говорю. Соответственно, к примеру, мы же прекрасно с вами понимаем, что одной заработной платы стратегические наши государственные учреждения удержать невозможно. Мы не можем учреждения в сфере просвещения, такие как учреждения интернатного типа, ну там детишек не оставишь без еды, правда? Военнослужащих не оставишь без еды, и там нужно, без горюче-смазочных материалов не оставишь. Вот проводим чуть ли не каждый день переговоры, совещания там с руководителями топливных компаний, они вот обеспечивают, значит, нам поддержку. А система здравоохранения? Каждый день у нас уходит по 1 миллиону рублей целиком по стране на оказание социальных услуг, не связанных с заработной платой. Каждый день уходит. В чем причина? Что случилось в наших отношениях, что Россия перестала фактически, так сказать, разговаривать с нами, хотя и говорим, что у нас общение идет, но на наши просьбы премьер-министра о возобновлении этой помощи молчание. В чем дело? В чем вы провинились? Или что-то нужно сделать для улучшения? Сам Валерий Рамшухович, наверное, скажет. Что случилось? Чтобы исправить ситуацию, мы должны знать, что случилось и что причиной нынешнего состояния. И дальше, конечно, работать над тем, чтобы эту ситуацию исправить. Здесь много сидят тех, кто работал в разных органах, структурах власти. И я не скажу, что это ошибка только сегодняшнего правительства, это ошибка, наверное, всех тех, кто работал в структурах власти, что мы мало внимания обращали на энергетику.
Да, до, может быть, 2000-х годов не было развития экономики, не было такого потребления электрической энергии. Нам вполне хватало то потребление, которое мы получали с Ингургеса, то количество электроэнергии. В дальнейшем, когда началось развитие экономики Абхазии, конечно же, потребление электроэнергии увеличивалось. И, правильно говорят мои коллеги, переток это не только в последние 4 года, но был и до этого. Просто, конечно, это были абсолютно несравнимые цифры. Если вот я брал, далеко не заходя, ни 903, ни 2003, ни и так далее, 4 до, 4 как бы после, да. Все данные, конечно, официальные, с Министерства энергетики. В 16, 17, 18, 19 годы приблизительно одинаковое потребление электроэнергетики, электричества в пределах 2 миллиардов, чуть меньше 2 миллиардов киловатт. Резкий рост, к сожалению, в 2020 году, и, конечно, причиной этому, давайте будем говорить то, как есть, это разрешение майнинга. Он вызвал очень резкий рост с 2019 на 2020 год в пределах 700 миллионов киловатт. Вот. Ну и в дальнейшем оно росло, к сожалению. Понятно, что есть естественный прирост, понятно, что какие-то предприятия открываются, но что 10 майнингов считает, хватает на маленькую гостиницу. То есть прирост потребления электроэнергии рос, по-моему, самое большее было в 22-м, если не ошибаюсь, 21-22 год. В 23-м было некоторое сокращение, и в 24-м, ну, за счет ВРов, конечно, может быть, будет большое сокращение. Если говорить о тех платах, которые мы платили, переток в основном включался всегда, да? В основном включался в феврале-марте, когда уже как бы нет осадков, нет воды, естественно, тогда нам вынуждены были идти на переток, потому что Ингургес уже не мог обеспечивать наши потребности. Почему хватало до февраля-марта? Казалось бы, каждый год, но сейчас резко не меняется, у нас климат, понятно, да? В течение года, когда потребляешь больше... Там у нас в 2018 году Кабинет министров принимал постановление Кабмина о чрезвычайной ситуации, сложившейся в энергетической системе. Кристина Константиновна, совершенно верно, я же об этом и говорю, я что, вас обвиняю? Я обвиняю всех, а больше, конечно, вот эти 4 года, когда разрешили майнинг. До этого боролись, эффективно, неэффективно, но какая-то борьба с этим майнингом была. Его разрешение, конечно, вызвало огромный рост потребления электроэнергии. Я не обвиняю никого, я еще раз говорю, причина какая. И найдя причину, наверное, можно искать и выход с этой ситуации. К чему говорю? Вот в эти годы, февраль-март только шел переток. Потому что если нет нагрузки каждый год, естественно, уровень воды остается больше. Естественно, в зимнее время, декабрь, январь, плотина могла работать, Ингургес мог работать. Здесь потребление резко увеличилось, и, естественно, уровень воды постоянно падает. И мы в эти последние годы с ноября начинаем переток. С ноября месяца у нас начинается переток, и количество перетока, конечно, очень серьезно растет. Какие меры? Ну, это причина, да, нет у нас сегодня электричества. Я не берусь говорить, почему они до этого оплачивали нам этот переток. По-моему, если не ошибаюсь, в 2021 году где-то 3 миллиарда с чем-то, потом было 2 миллиарда оплаты, это с федерального бюджета. И, по-моему, уже в 2023 году начали платить с бюджета Абхазии почти миллиард, и в этом году, естественно, мы оплачиваем. Вот. Причина все-таки это очень серьезное увеличение нагрузок на станцию, естественно, увеличение потребления электроэнергии. Что можно сегодня делать? Ну, одно уже говорили здесь мои коллеги. Мы возобновили работу, будем говорить, штаба, провели некий эксперимент, который нам показал, это понятно, что все он показать не мог, но тем не менее какую-то часть айсберга показал, это почти 50 мегаватт, которые потребляется майнинг. Если говорить о том, что очень эффективна эта работа по выявлению незаконного потребления, я бы не сказал бы, но в последнее время уже пошла какая-то активность. Вот, руководство СГБ мне сегодня докладывало, вот за эти 2-3 дня
изъято около 300 аппаратов. Они, наверное, скажут, где. Ну, что-то в Гаграх, что-то было в Гудаутах. Эта работа у них продолжается по тем адресам, которые, вот, проведя эксперимент по заданию штаба, вот, Министерство энергетики проводило эксперимент, когда мы отключили на какое-то время интернет, и показало реальные нагрузки, и показало падение нагрузок, и показало, где эта нагрузка падает. То есть мы смогли какие-то адреса, ну, не, понятно, не юридические адреса, а фидера показать, где наибольшая нагрузка. И по этим фидерам идет работа. Идет работа, и надеюсь, что эта работа какие-то результаты даст. Конечно, это не даст того результата, который мы хотим, чтобы мы имели электроэнергию нормально, без каких-то верных отключений. Поэтому работа какая-то и в другой отрасли ведется, идут переговоры. Мы запрашивали цены по другим поставщикам электроэнергии, везде цены выше, чем, естественно, в Российской Федерации. Платить Российской Федерации переток по 4 рубля, чтобы в сутки у нас был свет, мы, к сожалению, не в состоянии, у нас таких доходов нет. Вот, поэтому я 2 раза беседовал с руководителями Ингульгеса, попросили его поехать, разговаривать с поставщиками электроэнергии с учетом того, что у нас будет возможность какая-то летом закрывать то, что они летом, ну, смогут подать нам переток с Ингульгеса в этом году, ну, зимой имеется в виду. Ну, разговоры идут. Насколько я знаю, он был вчера в Тбилиси, приехал или нет, не знаю, чтобы разговаривать с поставщиками. Сегодня Грузия тоже закупает. Закупает у Азербайджана, закупает у России. Ну, если сможет Ингульгес передать как бы какую-то часть сюда, с тем, чтобы он потом летом выдал тем, у кого взял. Ну, идут такие разговоры. Других разговоров сегодня, к сожалению, не с кем вести. Российская Федерация дает без проблем переток, только надо оплачивать. И других каких-то резервов, которые мы сегодня могли бы сразу вот так вот взять и поставить, конечно, нет, к сожалению. То, что мы говорим о будущем энергетики, но это не сегодняшний вопрос и даже не завтрашний. То, что мы, конечно, могли бы за все эти годы привести в порядок перепадные, но это факт, к сожалению, который не использовал никто за все эти 30 лет. Конечно, оно нам дало бы хороший прирост. Но мало, если, наверное, такую не дали бы нам огромную какое-то... Но какие-то вопросы тоже решали бы, к сожалению, их тоже у нас, к сожалению, нет. Сухумгес мы перевели практически полностью на то, что он свою выработку дает в общую сеть, но это тоже очень мало. То есть сейчас вопрос стоит в том, сколько мы денег сможем найти, чтобы оплатить переток из России, и будут ли какие-то возможности у нас получить с Ингульгеса больше, чем мы сегодня получаем, для того, чтобы эту разницу потом закрывать. Оплатить мы не можем, понятно, чтобы эту разницу мы могли потом закрывать в будущем. И, конечно, нам надо и борьбу с майнером тоже усиливать. Это тоже дополнительные ресурсы, и не маленькие, которые позволили бы нам увеличить количество времени для подачи электроэнергии населению. Других, к сожалению, сегодня реальных ничего нет. Касательно Российской Федерации, но я не могу сказать, что они не дают нам электроэнергию. Ради Бога, нет никаких, насколько я знаю, преград, надо только заплатить деньги. Это друзья Грузии, весь мир противостояли против Арзена. Хабриз зиги-зиги, дизлаяй, аяй, бездорайте, и чапхи хрихот. Один вопрос. У нас праздничные дни 31-2 числа будет или... Мы будем накапливать средства, чтобы люди могли нормально встретить Новый год. Я думаю, Владимир Валерьевич здесь, я думаю, что мы сможем накопить средства, чтобы эти дни мы могли полностью оплачивать. Мы выключили интернет. Насколько сотовые операторы, интернет-операторы могут вам помочь? Вот мы всех позвали, попросили, и они какое-то время был выключен интернет, который нам позволил определить более или менее правильно, какие федерат в этот момент наиболее упала нагрузка, так будем говорить, потому что когда нет интернета, нагрузка сильно снижается у этих аппаратов.
И этим они помогли. В дальнейшем, если мы говорим о том, что полностью отключить интернет, ну, поймите, это не только майнинг, это, наверное, сегодняшняя наша жизнь, это телевидение, это информация. Поэтому полностью отключать интернет, ну, это, во-первых, это их бизнес. А помочь они, конечно, могут, но для этого надо, конечно, дать им правовую основу, надо дать. Правовая основа у них будет, они могут помочь. Поэтому этот мы вопрос будем ставить и перед, вернее, уже стоите перед парламентом, чтобы дать правовую основу, чтобы они могли нам оказать содействие. Сегодня вместо электросети, вместо МВД и вместо СГБ они работать не будут и не должны работать. Должно государство работать. Я когда говорю электросеть, когда говорю МВД, СГБ, это государство. Это государственные учреждения, которые в первую очередь должны эту задачу выполнить. Конечно, если нам необходима будет помощь, я думаю, они окажут. Хоть вы и временные, извините, при всем уважении к вам, но на вас лежит большая ответственность. И от того, как вы будете взаимодействовать, люди, которые за вами стоят, тоже знают. Но я вот на что хочу обратить внимание. Вот здесь пламенную речь произнес Акакевич, мой друг, но и призвал к тому, что объединиться всем и все. Знаете, вот можно объединиться против чего, против кого, это, значит, мы не договариваем. Мне хотелось бы сказать насчет объединения. И сравнивают это, сейчас говорят, вот нынешнюю ситуацию сравнивали с 1994 годом. Ну, молодежь не помнит, что тогда было. Очень тяжело, говорят, вы все участники войны, здесь сидят люди, которые прошли через все это. Дело в том, что мы противостояли Грузии и всему западному миру, вообще всему миру, конечно, практически. всему миру. Но мы были смелы, потому что Сергей Миронович, мы ощущали сзади спину России. И в любой ситуации мы могли в самом критическом случае обратиться к ней и все. Владислав Григорьевич при мне говорил Козыреву, когда сложилась встреча здесь была, он сказал ему, что на замечание, то есть на призыв этого Козырева не пытаться там к территориальным приобретениям, не пытайтесь приобрести территорию, то есть он предупредил, не освобождайте свою страну, свою столицу. Ну, Владислав Григорьевич сказал ему, что надо, и закончил вот этой фразой, что я уверен, что в России к власти придут люди, которые будут руководствоваться национальными интересами. Почему я это сказал? Потому что национальные интересы России будут соответствовать нашим национальным интересам. Геополитика тут такая складывается, что опора на Абхазию и Абхазия на Россию, это, значит, очень важно и прочее. Но сейчас другая ситуация. Сейчас ситуация такая, когда единственная страна, которая нас признала, которая нам оказывала помощь, вы здесь, так сказать, можете сказать, даже суммы назвать, около 110 миллиардов уже, так сказать, вложено в нас. И продолжалось дальше, несмотря на то, что по договоренности, может, уже прекращать надо было. А вообще, по большому счету, давно мы должны были отказаться. Распухли кругом, так сказать, а живем как нищие, значит, себя изображаем. Извините, мы живем двойной моралью. Это не к вам относится, это относится ко всем нам, наверное. Двойной моралью, в результате чего пришли к тому, к чему пришли. Все постоянные свержения и прочее. Почему я говорю, мы сейчас противопоставляем себя России? И кто у нас сзади есть? Что мы должны надеяться на Грузию, на Турцию, на Эфиопию, на какую страну, скажите? Единственный союзник, реальный, который нам, значит, вот, помогает. Мы говорим, у нас антироссийских настроений нет. Мы штурмуем администрацию президента или парламент, значит, с флагом Российской Федерации в руках. Вы что думаете, флаг этот российской администрации в руках штурмующих воспринимается в России под аплодисменты? Они что, послали этих людей штурмовать, что ли, здание? Это рассматривается как издевательство, как насмешка, как, знаете, вот очковтирательство. Мы, ребята, с вами, мы вас любим, но вы, значит, не требуйте того-то по договору, но вы откажитесь от какого-то соглашения, еще что-то. Вот это все привело нас, Валерий Шохович, к катастрофе. К самой настоящей катастрофе. Если нам не нравится соглашение, да, вам может не нравиться, это, здесь можно вести какой-то диалог спокойно и вот то, что происходит с нами,
терпение лопнуло. Вот почему Валерий Шухович не хочет Мишустин вам отвечать. Извините, я не штурмовал это здание. И это здание, к сожалению, не один раз штурмовали. Почему вы согласились быть? Если бы вы сказали, Я согласился быть, потому что я имел опыт и... Дайте мне послушать. Да, пожалуйста, ради Если Бога. бы вы сказали, что вы меня туда направляете, оппозиция, они вас подставили самым настоящим образом. Ничего. Они Чего вас должны были подставили? вам дать программу вашу, программу, которую вы должны осуществлять в этой. Они что, не знали, что с электроэнергией очень? Это они же постоянно, вот встреча на телевидении с участием Кристины Константиновны. Они постоянно это демонстрируют. Там же, это как в 22 году было. С тех пор постоянно ухудшается. И при прекращении помощи России будет катастрофа. Вот они, это фактически это... А сегодня говорят, объединимся. Объединимся что означает? Объединимся с оппозицией. Я в оппозиции с уважением отношусь, потому что там люди очень достойные и прочее. Но сложилась такая ситуация, в результате действий их, и то, кто их подталкивал, я не знаю, к неразумным действиям, произошло то, что мы сегодня, наши отношения охлаждены. И вы становитесь жертвой вот этого. Ну, я потерплю себя в жертвах. Валерий Арцович, наговорили против России много, против чиновников много. Вы лично тоже сказали. Я лично сказал, что человек не имеет права так разговаривать с государством. Нет, да, я сказал и сказали, повторю что еще раз, вы, что за проблема. Сравниваете чиновника, кремлевского чиновника, говорите о том, что он, так сказать, интересы каких-то олигархов защищает. Ну, было же это. Было же это. В каком контексте было, вы тоже хорошо знаете, правильно? Когда он позволяет себе в каком-то, извините, себе протоколе президента Абхазии, вы же читали, наверное, этот протокол, да? И что имеет право любой чиновник любого ранга, президент Абхазии, кто бы он ни был, президент Абхазии, вот так говорит, ты не получишь это, ты не будешь иметь это. Мы сейчас, как в абхазском это говорится, это еще хуже сделаем своим разговором. Ну, если вы... Поэтому я хочу сказать, что нам надо прекратить вот это, забыть, что что-то было. Ну, для того, чтобы, если думать о стране, о людях, если думать о будущем республики, которая между большими огнями, между молотом и наковальней находится. Вы что, не видите ситуацию? Если бы мы думали о будущем нашей страны, мы вот такие соглашения вообще не предлагали бы никому не предлагали бы такие соглашения, которые нас через 10 лет погубят. Конечно. Вы знаете, еще неизвестно, вы сейчас или наоборот расцветет Абхазия. Давид Чечевич, ну у каждого свое мнение, но почему-то большинство народа вдруг оказалось... Не большинство народа. Большинство, Нет, большинство. Не большинство. Все, давайте. Представь себе, что это эту тему. Агрессивное меньшинство. Сегодня тема другая. Ну, Давайте я если так... Не надо нервничать, надо, значит, искать выход. Сакрат Владимирович, вы так говорите, как будто вы оправдывали это соглашение. Я за соглашение. Я готов быть жертвой, если на мне это остановится. Я пришел, потому что есть какой-то опыт. Я пришел, потому что вот с этими всеми ребятами... Миронович, извини, пожалуйста, ты не ребята, ты постарше. Я с ними работал. И мы хотим вместе вытащить эту ситуацию. Я готов быть жертвой. Но обвинять в том, что из-за меня вот такая ситуация сложилась в России, если это так, я сегодня готов вот с этого встать и уйти домой. Без проблем. Ну, высокий звук, Сакрат Владимирович. Ты вот так сказал, что я во всем виноват. Я как оппозиционер пришел сел. Во-первых, я в оппозиции никогда в жизни не был. Я был всегда как-то старался всегда между как бы людьми стоять. Но если вы меня сказали даже оппозиционером, да, были моменты, где я категорически не согласен был с тем, что делаю. Я был в оппозиции, что тут такого? Есть политические силы в обществе поддерживаемые, которые за открытость, за привлечение инвестиций, за то, что, собственно говоря, осуществлял президент Бжаня. И есть другая тенденция, которые опасаются вот всех этих направлений, то есть фактически консервативная часть и прогрессивная часть. Вот столкнулись два этих мнения. Когда мы сотрудничали с Россией в плане вот этой открытости, были разработаны
ряд мероприятий, шагов, которые нужно предпринять, они не во вред нам сделаны были. Они были сделаны для того, чтобы мы достаточно развивались сами, и Россия могла бы, так сказать, уже не вкладывать сюда финансирование, мы сами бы себя содержали. Это в том числе все эти законопроекты, которые здесь вызвали такой антагонизм. Мы даже, включая принятие судебных решений, признаний, и то с трудом большим приняли. И включая этот последний по инвестициям, это уже была последняя точка. Я просто общался же в Москве, и сегодня тоже на связи. Ничего не изменилось к нам в плохую сторону. Сказали, не хотите наши деньги, делайте сами. Вот что происходит. Посмотрите, пожалуйста, начиная с границы и доезжая до Сухума. Все вот эти... Тоже. Чьи они? Тоже почему они инвестировали без никакого соглашения, исходя из нашего законодательства? Послушай. Почему? Нет, потому что нормальные бизнесмены не стараются кого-то рабами сделать, спокойно работают, платят налоги. Ну, хорошо, я почему сейчас... соглашение нужно? Ну, соглашение нужно для того, чтобы избежать действия внутренних законов. Можно я скажу? Оно выше внутренних законов. Хорошо, я договорю. Почему по старому закону я не скажу работает, почему. ради Бога? Я скажу почему. Там тоже есть льготы и неплохие. Я скажу почему. Еще больше денег, потому что кто им сейчас... мешает? Ну да, я договорю. Они сейчас не могут ни в Европу, никуда. Есть бизнесмены, которые могут кладут. Но все напуганы Абхазией, понимаете? Они слышали, здесь отнимают, отжимают, колодцы бросают и прочее. Поэтому нужны были дополнительные какие-то гарантии. Чем-то привлечь. Абхазии в большей степени нужно привлекать, потому что сюда боятся вкладывать. Поэтому приходится делать дополнительные какие-то шаги навстречу. Понимаете как? Мы говорим, не хотим как в Сочи. Да, во-первых, никто не собирается как в Сочи. В Сочи сделали, потому что там Олимпиада была. Из того, что мы сказали, какое-то резюме, я так, выход из ситуации, дай бог, чтобы вот эти 3 пункта, они осуществились. Конечно, если после Нового года, Кристина Константиновна, я не знаю, как переток мы получим, хотя бы до Нового года уже мало осталось. Это было бы уже спасение. Мы готовы, наверное, не все, но днем без света уже как-нибудь прожить. Ну, подумайте, школы. После Нового года надо сейчас договориться.